Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, о чем он хочет вам сказать. Прям срочно, здесь и сейчас. Его слова вам. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему мысленно, либо вслух, и задайте ему такой вопрос. О чем ты срочно хочешь мне сказать? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, слезки. Мужчина плачет, его слезы вышли. Мои хорошие, он о чем-то очень сильно сожалеет. Прям очень сожалеет. И ему и больно, и страшно, и от самого себя противно. Какую-то ошибку он допустил, либо совершил, либо сам в чем-то очень сильно перед вами провинился. Вина настолько сильная, что прям болью в сердце у него отдается. Мужчина в состоянии прям разбитом. Так ему тяжело, так он разбит, придавлен этой своей виной, чувством вины. Прям совсем не по себе. Чем-то он перед вами виноват. Он тут и прощения у вас хочет попросить, и в чем-то покаяться, и ищет у вас как понимание, да, пойми, я не мог поступить по-другому, либо я вступил, не сообразил, бес попутал, в таком ключе. Но вы женщина добрая, вы должны понять, вы должны найти в себе силы, чтобы этого мужчину не только выслушать, но и простить. Да, какое-то прям дикое чувство вины перед вами. Возможно, вы поссорились, возможно, вы его вообще блоканули, от греха подальше. А может быть, вы еще даже и не в курсе, что он действительно где-то повел себя нехорошо, неправильно. Прощения. Хочется просить прощения, хочется добиться вашего прощения. Кстати, мужчину здесь показывают достаточно яркого. Человек, который в себе прям на все 100 уверен. Человек, который не лезет за словом в карман. Человек, который... у него такие, знаете, яркие желания, мечты. Быть видным, шустрым, дерзким, богатым, знаменитым. В таком ключе. Он к этому стремится. Еще есть какая-то у него превратная привычка. Как заложник какой-то своей привычки. То ли он у вас выпивает, то ли покуривает, то ли игроманией страдает. Но опять же, все разные, у каждого своя привычка. Может быть, из-за этой привычки он прощения просит. А может быть, эта привычка и стала причиной, почему вы поссорились, поругались. Характер у него такой строптивый, острый. Мне показывают, что у него характер острый, и такой же он может быть острый на язык. То есть он иногда что-то говорит, а потом только лишь думает. Как-то так, гадости наговорил, а потом спохватился, что это я языку волю дал, зачем я это все наговорил. Потом прощения просит. Такой он. Кстати, он еще у вас все время как на рожон лезет. Он такой задиристый, скорее всего. Либо пытается показаться прям очень крутым. Да, характер у него плохой. И манеры у него не самые лучшие, скажем так. Может быть, вы долго терпели, может быть, вы пытались ему как-то помочь, вразумить, научить. А он вместо того, чтобы вас слушаться, либо поблагодарить за то, что вы его такого терпите, он еще вам нервы делал.
Смотрите, мужчина просит вам передать, что он скоро появится. Появится, объявится, не знаю, приедет, приползет, на коленях, может быть, приползет. Ну, то есть я скоро буду, и вот прости, вот такие вот тезисы идут. С вашей стороны я вижу усталость, я вижу, что вы уже по сторонам как будто бы смотрите, либо понимаете, что так дальше продолжаться не может. Может быть, действительно вы решили от него уйти. Ну, как достал, да? Лимит терпения исчерпан. Может быть, вы более спокойного, адекватного мужчину себе хотите выбрать. Ну, а может, у вас уже кто-то на примете есть. Ну, вот в таком ключе. Но вы на него сейчас не смотрите. Очень, видно, на него обиделись, либо хотите его забыть, скорее всего. Как-то так не идет. Либо не уверены, да, как поступить. Оставить, либо забыть, да, либо выбросить. Ну что, мои хорошие, как бы там ни было, вы как судьбой повязаны. Связь между вами очень прочная. Очень прочная. Как бы далеко вы друг от друга не находились, что бы между вами ни происходило, но вы повязаны, и связь очень прочная. Так просто вам не разойтись, либо друг друга не оставить. Все равно будет очень сильно тянуть, все равно будет вот это ощущение пустоты. Да, вот он мне нужен, она мне нужна. Ничего с этим не поделаешь. И еще, мои хорошие, он вас просит какой-то женщине не верить. То есть он говорит, не верь ей, да, вот не верь, она змея, она обманет, она хитрая, она, там, не знаю, подставить меня хочет, она там оболгать меня хочет. Он как будто бы эту змею душит, но задушить не может. Змея слишком крупная. Какой-то женщине просит не верить. То есть ее словам не верить, тому, что она там вам будет, не знаю, говорить, показывать, объяснять. Он говорит, что она змея, коварная, хитрая, очень ядовитая, опасная. То есть вам ей верить не рекомендуется. Ну, по крайней мере, он об этом просит. Не верь. То есть, говорит, не верь и все. То есть она неправду будет говорить. А вот говорит, я приеду, я тебе все расскажу. Ну да, между вами, видите, вот нож есть. Очень толстое лезвие. Серьезное что-то между вами произошло. Либо происходит. Обиды, ссоры. Следы ваши показывает на своей душе. Говорит, что вы след какой-то незабываемый у него в сердце оставили, в душе оставили. И говорит, если ты меня оставишь, как я буду с этим жить? Я же тебя никогда не забуду. Я без тебя уже не смогу. Да? В таком ключе информация. И еще, мои хорошие, что-то с деньгами у него. То ли закончились, то ли не пришли, то ли не дошли. Вот денег у него сейчас нету. Если вы задаетесь вопросом, почему он не приехал, не приезжает сейчас, то ответ очень простой. У него нет денег, у него карманы пустые. Может быть, он не считает правильным приезжать к вам с пустыми карманами, либо там, не имея возможности вам там, цветочки купить, какие-нибудь красивые, подарочек. То есть карманы пустые показывает. Говорит, ну вот, извини, форс-мажор, да, как-то так. Не смог заработать, либо подставили, может быть, кинули, там, не заплатили. Говорит, очки снял. Я снял очки. Теперь я все ясно вижу. Вижу, кто есть кто. И вижу, что ты мне нужна. А я нужен тебе. Тоже вас просит, чтобы вы свои очки сняли. Не знаю, есть ли на вас очки или нет, либо это его какое-то убеждение. Но свои он уже снял. Еще он говорит, что его очень сильно мучает вопрос, что будет дальше между вами. И он показывает, что он хочет вам что-то предложить. Только я не могу разобрать, что. Там как будто бы, знаете, как всего много, а по сути я не могу понять, что это. Какой-то как клубок он вам хочет предложить. Минимум конкретики, но очень много там громких обещаний. Скорее всего, это он хочет вам предложить. Почему-то он себя как-то показывает деревом, которое срубили прям практически под самый корешок. То ли у него в жизни действительно что-то такое произошло, то ли конфликт с вами настолько сильно на него повлиял, что вот как подкосили, да, меня подкосили, все плохо, все трагично, я тут страдаю, рыдаю, и все по тебе, все без тебя.
мечту свою показывает. Вот вы как две прекрасные птички, да, должны куда-то вот улететь, где хорошо, где тепло. Может быть, он вам обещал, либо говорил, что очень хочет с вами куда-то уехать, может быть, в теплую страну, там, на морюшко, отдохнуть. Вот он показывает, что все в силе, до сих пор он об этом думает, мечтает, либо он как может, так и приближает эту мечту. Но сейчас вот, к сожалению, денег нет. Просит вас, опять же, да, пойти то ли навстречу, то ли в очередной раз поверить в таком ключе. Как больше, знаете, идет, что он оправдывается. И вообще мне кажется, что он как выпил, что ли. Либо заболел, либо выпил. У него мысли путаются. Он разные знаки показывает. И знаки, мало того, что они разные, так какие еще как-то повторяются и чередуются. Прям очень сложно его читать. Но ясно здесь только одно, что он очень сильно настроен на вас, и ему хочется перед вами очиститься, обелиться, выпросить вашего прощения, и чтобы вот этот большой нож был в ножнах, да, чтобы конфликт прекратился, либо недопонимание прекратилось, обида прекратилась. Вот. Но вроде как только в ваших силах, потому что ножны с вашей стороны, нож с его стороны, а ножны с вашей стороны. Да, только вы можете это сделать. А еще этот мужчина показывает, что вы его как ангел-хранитель, ну вот как ангел, да, который по жизни с ним. И вот он говорит, что мне не хватает тебя, когда тебя нет рядом, либо когда у нас там какой-то конфликт, но ты душой не рядом, да, то мне очень плохо, у меня очень много проблем в жизни. То есть, судя по всему, вы ему фарт приносите, ну, везение, удачу, силой своей любви, очень много хороших событий привлекаете в его жизнь. Но когда вы в рассорке, когда между вами вот конфликт, то ему прям туго приходится. Ну, либо это какая-то моментальная карма. Допустим, он вас обидел, и ему сразу же прилетает. Вот он вас ангелом называет, своим ангелом, ангелом души. Ангелом прям сердце вас показал. Ну что, мои хорошие, ждите. Вот показано, что он будет у вашей двери. То есть я так понимаю, что приедет с этим разговором и будет просить у вас прощения. Либо даже что-то вам объяснять, доказывать, рассказывать, оправдываться, искать вашего понимания, искать вашего прощения. Смотрите, ему плохо, очень сильно плохо без вас и в ссоре с вами. То есть тут как все друг на друга накладывается. И долго он так не протянет, если честно. Еще он здесь показал, что он о чем-то понял. Понял, что вы звезда и что вы ему путь указываете. Может быть, потому что вы его пытались менять, может быть, потому что вы пытались его там вразумить в какой-то момент жизни. А он, например, не слушал, делал по-своему и во все эти неприятности попадал. И вот он показывает, что у него над головой звезда, которая дорогу показывает. Но я так понимаю, что это вы, его путеводная звезда. Вот как наконец-таки до него это дошло. Ну, либо и дошло, и он готов это принять. Вот как-то так идет. Но он приедет, да, придет, у кого как отыграется. И я думаю, что разговор у вас будет непростой, но стоящий. То есть в этом разговоре очень многое и откроется, и между вами поменяется. Возможно, кстати, у вас вот именно переломный момент в отношениях вот именно сейчас разыгрывается, когда отношения вышли там из конфетно-букетного периода и должны уже более-менее стабилизироваться, да, к чему-то серьезному, к какому-то серьезному знаменателю прийти. Вот, может быть, мужчина этому сопротивлялся, может быть, был не готов. Но, видите, раз путеводной звездой видит, значит, уже как доходит до него, да, что ему очень повезло с вами, что нужно ценить и беречь вас и вашу любовь. В таком ключе информация. Ну, вы его дождитесь, и все станет ясно, все станет понятно. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.